Друзья, всем привет! Вы смотрите на Изадай подкаст. И сегодня мы не в расширенном составе, но все равно в золотом, скажем так, составе. Я думаю, что разницу не ощутите. Дидар, извини. Ладно, на самом деле скучаем по Дидару, но он вернется в одном из следующих. Сам лично звонил ему. Выпусков. Нурбек Карабала, глава Лиги Найза. Нурбек, приветствую. Всех привет. Да, давай, прежде чем ты Сулу представишь, потом просто после Сулы уже очень сложно будет запоминать нашим ребятам. Пожалуйста, подпишитесь на нас, напишите комментарий или поставьте лайк или дизлайк. Почему? Потому что для вас это, не сложно, для нас это очень важно. Ну и не забывайте... Да, не забывайте... нет. Объявляю Сулу. Да, and still. And still. Сула. Undefeated. И снова неповторимый, Бонжорно. непревзойденный, непобежденный, с серьгой наш брат Сула. Наш БСКЗ. В поражениях у меня нолик до сих пор, если что имеете. Ни разу не проиграл. Ни разу не выиграл, но не 60 лет, но выглядит, как будто ему 45-50, да? Кстати, я не знаю, видели вы или нет, ты просто сказал про сережку Сулы. Джон Джонс тоже с пирсингом ходит в ушах. В ушах? В свободном. Почему ты говоришь пирсинг? Почему не так называют? Серьга? Не знаю. У него говорят, что серьга. Пирсинг тоже говорят, да? Не, пирсинг это же вообще все это называется, а серьга это типа серьга. Давай, Сула, вот так. Мы же все-таки в Казахстане, когда у нас на подкастах сидишь, чуть-чуть вот так голову налево поверни, чтобы ее не сильно видно было. Потому что уже не раз там я в комментариях видел, ругаются, а? Сула пират. Тогда все нормально. Я не пират. Нет, не в этом смысле. И не в том, да? В любом смысле я не пират. А кто UFC по-пиратски, кстати, показывает? Здесь как раз, кстати... Мои друзья реклама. У нас есть здесь работники UFC, которые... Все. За того приехали, Сула. Кстати, да, сейчас вот прям с нами в студии человек с UFC приехал вот прям за Сулой. Скорее всего, больше Сулу не увидите у нас на подкасте. Но вы знаете, где меня искать. И где искать ссылки? Где искать все? Вы все знаете, ребят, джентльмены. Джигитеры, пацандары. Давайте теперь... Да, громкие темы этих выходных. Это, конечно же, турнир UFC в Абу-Даби. Во-первых... Ладно, громкая тема. Громкая. Серьезно? Там, во-первых, было много высказываний интересных. Да. Сам турнир, может быть, получился не таким ярким, но одна из ключевых тем, которую мы сегодня выписали, да, на борт. Ни одного шара Були тобой расстроил? Или многих? Меня тоже. Меня обрадовал. Я вообще сделал рилс про него. Что-то как будто бы нет вот этого пампа, да? Вроде бы такой ударник был хороший. У него никогда не было нокаутирующего удара. У него есть сильные локти и очень хлесткие ноги, но именно тяжести в ударах у него такой нет, чтобы он с одного удара кого-то вырубал. Такое было в российских промоушенах, он вырубал с локтя кого-то, но чтобы вот у него же больше такой игровой стиль, он много накидывает, много с таймингом туда скажи. Я так болел за него, болею до сих пор. Да, вот как бы так ждешь от него больше. Яркий такой должен получиться, да, бой. Хайпа вокруг него больше. Он получил бонус, кстати, за лучшее выступление вечера. Вот это тоже. $50,000. Все 3 поединка выиграл. Но все равно какое-то ощущение, осадок, да, такой, как будто бы вот много суеты в его движениях, тайминг какой-то непонятный. Знаешь, может, потому что мы ждем от него больше. Все-таки наш, да, в какой-то степени с Казахстаном связанный, может, из-за этого. У него клуб здесь есть в Казахстане. Вот я говорю, может быть, поэтому наши ожидания, это наши проблемы. Раньше его выступления, там, наши дела и так далее, и так далее. Вот они более для тебя оказались ярче, чем сейчас в UFC? Все же зависит от уровня оппозиции. Да. Бой делают двое. У него сейчас был соперник, у которого, по-моему, 14 боев в UFC, да. 15 Михаил Алексейчук. Многие нокаутом, да? Да, а у Шары это 3-й бой в UFC. У парня там в 5 раз больше боев в UFC. Он хороший боксер, то есть... и он, в принципе, крепкую голову свою показал, потому что Шара его и посек хорошо, попадал хорошо, но вот крепкий оказался парень. Поэтому... Ожидаем большего просто, наверное, да? Да. Он правильно идет постепенно, потихоньку набирает. У него уровень хайпа и уровень того, что он очень ярко выглядит, очень интересный, очень хороший собеседник, там соглашается там, на любые темы разговаривать, они настолько яркие, что ты ждешь и бой такой же, но при этом бой, может быть, немножко отстает, но, на мой взгляд, Шара все равно яркий ударник, и за ним интересно наблюдать. То есть, вот сам турнир получился не супер ярким, и как раз Шары Буллета бой, он его украсил, потому что там, по сути, было всего 3 боя, которые были интересными в плане именно прям яркости какой-то. И Шары был один из них. Потому что, например, тот же бой Умара Нурмагомедова и Кори Сандхагена, он намного скучнее, на мой взгляд, получился, чем бой Шары. Мне понравился. В этом бое я и уснул. Мне понравился этот бой, честно скажу. Да, все, короче, понятно. Это на вкус и цвет, как говорится, товарищи. Нет, Суле понравилось. А вот здесь вот нету вот поединка, я смотрю, да, забыл, вот 93 выступает с Россией. Азамат Мурзаканов. Да, офигенный же бой был, кстати. Да, нокаут вечера тоже. Еще один интересно. Там, на самом деле, было много. Вот мы можем сейчас
плавно чуть позже перейдем к тому, давайте. Из-за чего так много ребят там, да, с российских регионов, ну, мусульман, потому что делают Абу-Даби. И чуть попозже поговорим о том, кто будет выступать, если будет делать Казахстан. Конечно, интересная тема. Кто будет выступать, если будет делать в Казахстане? Да. Ну, понятно. Да, мы просто поговорим. У тебя же точно есть какие-то там ребята, которых ты бы хотел бы сейчас увидеть в UFC, новые. Конечно. Вот. Про Умара что тебе есть сказать? Умар победил 2-го номера UFC Кори Сандхагена. Мне очень понравилось то, что вот уже к 4-му раунду вообще Умар, вот такое впечатление было, как будто на него все-таки вот это то, что Сандхаген 2-й номер, на него это как будто бы давило, он как будто бы до конца не раскрывался. Но вот раз вот после, перерыва, вот на перерыве там ему начинает говорить, его немного мотивировать начинает Хабиб, и вот он выходит, я не знаю, такое впечатление, что был немножко он зажат. Но вот к 4-му раунду он уже прям хорошо раскрылся, уже перестал вообще как-то, знаешь, вот такое вот стеснение перед авторитетом, там, 2-м номером Сандхагена у него начало проходить. Мне понравился этот поединок, кстати говоря, и Умар показал, что он прям на голову выше Сандхагена. Вот то, что не финишировал, это, скорее всего, потому что вот это вот немного вот авторитет, может быть, Сандхагена на него давил. Но чувствовалось то, что прям супер. Мне понравился этот бой. Не знаю, как вам. Буквально Даняр Юлюсинов про бокс говорил на Олимпиаде, когда ребятам говорят, типа, где-то кажется, что засудили, где-то кажется, почему не завершают. Но реально, Сула, ты должен понимать, что очень сложно завершить. На том уровне очень сложно досрочно завершить. Почему? Потому что вот ты говоришь про Умара, да, типа он там гигант, да, но там оппонент такой же, очень сильный, очень, тем более софт-роу рейтинг, а Умар был каким? 10-й. 10-й. Пришел наверх и все 5 раундов же, да, там, 5 раундов подрался со своим соперником, который был 2-м. Это нереально сложно завершить этот поединок. Ну, то, чтобы ты понимал. Там уровень очень высокий. Также и как бы, и в боксе. Все думают, что они досрочно могут завершить. Это очень сложно. Там ты должен быть хотя бы там на полголовы выше своего соперника, а там не так, ты наоборот ниже заходишь, потому что ты снизу заходишь, видишь там звезду, которая уже там морально привыкла сидеть и как бы знает, да, с кем как драться, грубо говоря. Мне кажется, еще идя за досрочной победой, ты же сам где-то открываешься. Рискуешь. Да. Ну, на том, видишь, на том уровне, там, Хабиб рядом, Шамиль Зауров, многие, очень большая ответственность, они не хотят традиции прерывать, да, сделать его чемпионом. Конечно, там, ему наговорили. Но что мне нравится, они в любом случае где-то рискуют, то есть показывают красоту. Это не скучные бойцы, и Умар, и Хабиб, и Ислам. В этом плане они молодцы. Ну, вот, не знаю, про Умара, именно в этом бою меня удивило, что у Умара вообще ничего не получилось в борьбе. То есть он переводил, каждый раз Кори вставал. В целом, говорю, он-то показывает бои. То есть эти ноги с тайского бокса красивые. А он же с тайского единственный. Я говорю, да. Еще помню. Есть к чему стремиться. Есть над какими ошибками работать Умару. Он сейчас увидел то, что нифига, оказывается, с такими чувачками не проканает такая тема. Надо грэпплинг уже. Знаешь, о каком бою я хотел бы поговорить? Можно закончить? Хотел тебя тоже спросить, и Сулу. Сейчас будет бой Мираба против Омейли в UFC в сфере. И Дана Уайт сказал, что, скорее всего, Умара ждет как раз бой с победителем, с чемпионом. Вот вы как думаете, если мы посмотрели бой с Кори, он выглядел вот так вот, сможет ли Умар пройти Мираба или Шон Омейли, я не знаю, кто из них победит? Умар намного моложе, да, их, да? Да, Умару... 5 лет, кажется. 28 лет. Умар точно моложе Мираба. 26. Мираб из них самый старый. Шон тоже достаточно молодой. Мирабу 26, да, по-моему. Шону 28 вроде, если я не ошибаюсь. Мирабу 26? Нет, Умару 26, а Мирабу 30. 28, да? Вот непонятно. Тогда не намного. Написано. А 26 это Усману. Английскими буквами написано, цифрами просто, и непонятно. 28 или 26? Да. 28, да, все-таки? Они все примерно одного возраста. Мираб, Умар и, собственно, Шон Омейли. Ну и Мираб очень хорошо развивается. Я думаю, интересное противостояние будет в любом случае. И Шон Омейли, и Мираб, кто из них победит. Знаешь, вот со спортивной точки зрения я не знаю, как будет. Почему? Потому что, возможно, будет залеживание со стороны Умара. Почему? Потому что ответственный бой надо выигрывать. А возможно, и, знаешь... Ну, вот с Сандхагеном вообще не получилось залеживать. Вот, я и говорю,
вопрос же, чтобы тебе титул дали, ты должен был сейчас показать поединок в основном в стойке, в основном красивый, в основном, знаешь, как бы, чтобы был намек на нокаут, да? Я так думаю. Как промоутер я сам так предполагаю. Почему? Потому что если бы, допустим, ну, у нас-то еще мы как-то решаем. Почему? Потому что, исходя из спортивной составляющей, там это только однозначно, наверное, в большей степени на шоу смотрят, да, там в большей степени смотрят на продаваемость поединка. И Умар, наверное, больше рисковал, меньше рисковал, но при этом при всем хотел все сделать красиво для того, чтобы его поединок там с тем же Шоном Мелли, с тем же... Кстати, почему и Хабиб вышел, да? Он же давно не выходил. Он выходил с Исламом до этого. И Ну вот, как бы понятно, что это поединок ответственный, реально. И ему нужно было показать. С точки зрения спортивной составляющей я не скажу ничего. А вот с точки зрения медиа, там, шоу, этот бой и с той, и с другой стороны интересен. То есть и с Шоном Мелли, и с Мирабом. Мираб очень много говорил про Россию, очень много говорил про какие-то там моменты. А Шона Мелли это прям антагонист, да? Там, знаешь, мне понравилась история, которую они сейчас раскручивают. Типа, есть 3 папахи. Белая папаха у Умара, розовая у Шона Мейли и у Мираба черная. Он же в черной папахе выходит. Ты думаешь, это все случайно происходит? Ну, мне кажется, это такое вот стечение обстоятельств прикольное. Да? Мне кажется, как будто прям по сценарию. Ну, не знаю, слишком хороший сценарист должен быть, чтобы такое придумать. Ну, UFC. Сула, Что-то добавить? да, что Я думаю, Умар не показал весь свой потенциал с Энхагеном. Я еще раз хочу подчеркнуть. Мы с Энхагена прошли, сейчас мы вот... И с Двалишвили, и с Умели я более чем уверен, он выйдет совсем другим. Я прям 100 пудов. И здесь, если у него не получалось ничего, и, может быть, он и не рисковал, как ты говоришь, брат, я думаю, здесь он будет прям топить. Ну, обязан просто показать свой 100% потенциал. Все закрыли? Да, бой, о котором ты хотел поговорить. Да, бой это Тони Фергюсон. Он всего лишь на 20 лет младше, чем ты, Сула, 40 лет, мой ровесник. Но при этом, при всем, он до сих пор дерется. Ну, я в шоке, да? Тебе 47, что ли, он твой 40, ровесник? 40. Ему 47. 40 лет. 40. На 20 лет младше. Нет, 47 много. 47 60, не Марату 67. Балаеву. Смотри, Сула, в чем прикол? В 40 лет вроде бы, ну, я по себе чувствую, что это ты там не старый, но при этом, при всем, для Старый таких же боев в UFC, как бы, ну, ветеран. Он не самый старый, просто мне кажется, его стиль его сделал очень старым. У него обратная ситуация с Сулой. То есть Сула на 40, ну, выглядит на 40, ему 60. Ему 40, но он выглядит на 60. Да, он выглядит на 60, потому что он физическое здоровье у него точно, у него такие были кровавые рубки, он столько раз был в нокдаунах, столько его там били по голове, причем всеми частями тела, и мне кажется, что вот он сейчас выходил, и уже видно, знаешь, я прямо у клетки сидел, какой-нибудь удар наносит, и он прямо вот так вот делает. Ну, он уже даже не может удары принимать. Сталь, да? Уже вообще все. Жалко, конечно. Блин, такой... Раньше как мы его смотрели, да? Ну, конечно, у него был 12, да. серия из 12 побед, теперь серия из 8 поражений. Это Да, Офигеть, слушай, офигеть. поражение. И все, кстати говоря, вот рассчитывали, что он Кизу все-таки щелкнет. Нет, никто не рассчитывает. Значит, кроме меня никто не рассчитывал. А как он Я щелкнет? прям очень ждал. Человека 7 поражений. Не, знаешь, сердцем... Кизы тоже 3 поражения подряд. 3, не 7. Хочется, чтобы, понятное дело, хочется, чтобы такой человек, которого там мы смотрели в детстве, который реально устраивал супер там интересные кровавые бои, побеждал, но я не знаю, как ему уже это делать. Не, ну сейчас вот постфактум мы можем. Дерется уже. Много 20 лет, очень. да? Он с туфа... 20 лет? Ну, 20 я не думаю, что... Ну, много очень лет он дерется. Скорее всего, С 11 года в UFC. Он с UFC. Ну, до этого же он пришел с каким-то рекордом, да? Ну да. Он, да, в The Ultimate Fighter, ну, лет 15 он дерется точно. Ну вот, если вот так вот взять, вот, ну, Его зал славы. неужели, Пока нет, но я думаю, Скорее всего, внесут его. внесут. тоже. Михаил, ты не ждал вообще вот до вот, мы сейчас постфактум можем говорить, конечно же, Я как делал он даже мог прогноз, выиграть. ну, я уверен, что он Серьезно, да? проиграл. Я просто каждый вот бой, я всегда говорю, ставьте типа против Тони Фергюсона, потому что уже понятно, что все, он весь потенциал уже исчерпал. Это, знаешь, еще после там первого поражения. Прогнозист. Я прям очень сильно рассчитывал, что он выиграет и на этом завершит свою карьеру. Я прям хотел, чтобы, знаешь... Не, зачем хотел я зачем тоже. тогда UFC устраивать Я такие тоже поединки для него? Уже когда... Потому что по-моему, 2 поединка подряд уже Дана Уайт говорил, да, если не ошибаюсь, блин, как жаль. я тебе бля, скажу, ушел зачем бы. они устраивают. Больше всего на арене в Абу-Даби, не в Америке, а в Абу-Даби, кричали за Тони Фергюсона. Когда Чиеза победил, там все говорили, фу, орали. Хотя он просто задушил, ну, честно. Выиграл честно, вообще без каких-либо проблем. И, наверное, Все засудили? стали Ну да, он задушил его в первом раунде, все стали орать. Ну, тот «Фу». сначала в глаз ему ударил он. Или в пах, что-то такое было. Да.
Там, не знаю, я к тому, что люди... Почему ты даже- не любишь Тони Фергюсона? Я люблю Подожди, Тони Михаил. Фергюсона. Нет. Сул, надо Сколько просто... раз ты на него ставил? Последние 8 Против поединков. На него. Я, наоборот, его люблю, он мне деньги приносит. Хоть раз ты ставил на него? Он мне приносит деньги. Ну, это то же самое, что любить, я не знаю, там, гуся, который золотые яйца несет. Но это же это Нормально. совершенно другая Почему? ситуация, когда ты переживаешь за его поражение. Михаил. Как это связано? Ты смотри еще раз. Миша бизнесмен просто. Да, надо же думать о деньгах. Сул, вот ты бессеребренник. К чему это приводит? К пиратским ссылкам. А я могу Fight Pass купить себе. Я себе покупаю Fight Pass на эти деньги выигранные. И радуюсь. Нет, на самом деле говорю, мне тоже нравится Тони старый, но Тони нынешний все уже. Джентльмены, Это что за картина, слово? это мой Сигон нарисовал, да. ММН. ММН что такое? Это ММА, он типа... Если- А, ММН типа написал? Я хотел немного в другом ключе поговорить про новое подписание в Лигу Найза, но вдруг такое произойдет, увольняют из UFC Тони Фергюсона. Ты бы вообще, если был бы бюджет, взял бы себе парня на 8 поражениях, но такого парня. Я ему отвечаю, если Карабала возьмет его, я к нему подойду и скажу, бля, братан, Тони, вот этот чувак 8 раз ставил против тебя, короче, есть. Он Ты это- его интересуешь только как гусыня, который несет золотые яйца. Баста, отвечаю. Знаешь, мне понравилось Шучу, его друг. высказывание. Весь мир хочет, чтобы он завершил карьеру, уже отдыхал, да, там, приходил в качестве гостя. Вот только что мы даже обсуждали его возможность и его размещение, или как его, там, переход Трансфер. в зал славы UFC. Но при этом, при всем, мы хотим, чтобы он еще и дальше дрался. И Я не вчера, хочу. ну, вот, допустим, да, ты же сам предлагаешь, но гипотетически. Но вчера он что сказал? Я, говорит, повесил перчатку, одну перчатку на гвоздь, говорит, да, типа, оставив, типа, ну, Да. для размышления. С женой пообщаюсь. Если такое будет, ну, конечно, нам интересно, но я с точки зрения, как человек, который болел когда-то за него очень сильно, переживал, там, знаешь, как бы, он мне нравился как боец, я бы хотел просто, чтобы он как гость приехал. И победил. Даже если он выступал, я бы хотел, вот если он будет выступать, гость, я бы хотел, говорит, чтобы как он гость. победил. Нет, если бы он будет выступать, Сул, тогда... вот, в этом контексте, что он побеждает, я бы очень хотел, чтобы он Ну, конечно, хочется, да, не, чтобы- не проигрывает, на чтобы, а победной вот ноте именно... Просто не принижая даже Сулины бойцовские качества, я даже не уверен, Ого. что он в бою с Сулой выиграет. Потому что, ну, реально, Тони Фергюсон... Спасибо. Большое выиграет. спасибо. Да, я Нифига даже не себе. удивлюсь, если Сула выиграет. Потому что он реально, Ну, прям... к сожалению, он пробитый. Я очень опасный. Очень Сул опасный. очень опасный. Ахмед, Я дружище. не знаю, У него джиу хороший. кто из профессиональных бойцов может сейчас проиграть Тони Фергюсону Мне, в легком или в выиграть полусреднем меня, весе. правильно. Он реально уже совсем не тот. И он еще же, он сказал, я первый раз там за сколько там, за 10 лет перед этим боем стал спарринги проводить. То есть он еще и спарринги не проводил, оказывается, все это время. Нифига себе. Ну, мне кажется, фанилия он щелкнет. Нет. Вот так скажу. Вообще. 71, Прям да? жестко и щелкнет. 77, и отвечаю. 70. Да, легкий вес. Последний Фаниль бой в завершит 77 карьеру, мне кажется, Я помню, после этого поединка. я помню вот эту историю, когда он, Сто у пудов. него Ну, должен что был... он говорит? Что говорит? Фанилия уничтожит. Я уверен. Он фанилию уничтожит? Я думаю, Фаниль завершит карьеру, отвечать, что-нибудь такое с ним будет, какая-то травма жесткая, короче. Кто-то в дверь ломится. А теперь это Фаниль. А теперь представьте лицо Фаниля, который смотрит этот подкаст. Не, Фаниль любит правду. Я говорю, Фаниль Да с не, Фаниль- Тони Фергюсону, вот я отвечаю конкретно, говорю, мое личное Давай, субъективное давай, мнение. знаешь, ладно. Я думаю, Фергюсон победит. Мы всего лишь втроем сидим. Давай у наших зрителей спросим, как думаете, если этот бой организовать против Фаниля, и кто победит в этом поединке, пишите свои комментарии. Мы Сула обязательно увидит, и мы как проанализируем. Сула, будешь волосы ставить? На Фаниль Тони звонит. Фергюсона? Фаниль звонит. На Тони Фергюсона? Да. Против Фаниля? Ну, Фаниль же он типа свой же. Ну, не то, что типа он же свой, как против него поставить на эту тему? Но... Ну, Миша поставит. О, давай сделаем так. Твоя борода, да, мои волосы на голове, ты ставишь на Фаниля, я ставлю на Смело. Фергюсона. Смело. Не, Я и волосы могу поставить. Ну, И я так тоже могу рискнуть, да? Пацан в UFC дерется. Уже все, мы договорились. нереальный гонорар На получает. реке, если такой бой Рубек, надо организуете, платить. это будет шикарно. Спасибо. Давай сразу про трансфер другой и тоже интересный. Сейчас Мухаммаду Макаеву не продлили контракт с UFC. В Лиге Найза... Кстати, расскажите, почему. Сейчас можем поговорить об этом. В Лиге Найза есть боец, который идет без поражений, которого ты давно уже хочешь тоже подписать в UFC. Это Алиби Идрис.
Идрис против Макаева, насколько интересная история. Понятное дело, что у Макаева гонорары очень большие, но сейчас в PFL его не возьмут, потому что там просто нет такого веса. В Беллатор тоже они вроде не подписывают новых бойцов. UFC от него отказались. Есть Лига ИСЕЙ, которая хочет его бой, и уже Вартан Асатрян заявил желание с ним подраться. Но вот я думаю, просто если говорить про какой-то крутой бой для Казахстана, это Алиби Идрис против Мухаммада Макаева. Вообще, на самом деле, у Алиби Идриса с Макаевым есть история, знаете, да? Парень, который вот сейчас растет у нас на глазах в нашей лиге, это Жанибек Таныштык. 2 или 1 раз дрался с Макаевым на чемпионате Европы и на чемпионате ММА, да? по ММА. Это одноклубник Алиби Идриса. По мнению многих экспертов и вообще фанатов, этот бой был спорным между Макаевым и Жанибеком Таныштыком. И там отдали победу Макаеву. И они, кажется, не 1 раз, а 2 раза встречались, насколько я помню. Ну, не знаю, может быть. Если кто знает, напишите. У Макаева в любителях уже не побежденный рекорд большой, 30-0, по-моему. Да. И вот он оттуда пришел, и, допустим, если эту историю разгонять, Таныштык, Жанибек, он еще такой, как говорится, медийно маловатый для боя там с Макаевым. А вот Алиби, ты правильно говоришь? Вот я на Алиби поставлю свою цену. Это реально. Не вопрос. Не Еще вопрос. есть Жако. Еще есть Жако, который вообще там, да, ну, как говорится, дед этого клуба, да, дембель этого клуба, который может тоже. Ну, я думаю, все-таки правильно будет это Алиби, который вот Вот здесь вот я... на пике своей формы, на подъеме, грубо говоря, да, такой хороший, разносторонний, постоянно прогрессирующий боец. Интересно было бы. Официально тогда заявление сделал. Если на реке вы, брат, организуете поединок Алиби Идрис и Мухаммад Макаев, если наш боец Алиби проиграет, я побрею свою голову на лысо. Как ты ее можешь побрить, если ты уже будешь побритый после Тони Фергюсона? Он отрастит. Я отращу... Я, в общем... Он придумает что-то. Не, может, тело побреешь полностью, депиляцию туда-сюда. Или эпиляция, как это называется? Видишь, за сережку ругают. Вот, давай сережку снимем. Давай, если Алиби проиграет, ты сережку снимешь. Согласен. Да? О, это самое святое, что... Все, брат. Согласен. Алиби не проиграет по-любому. У Алиби мотивации не будет тогда. Да там меня больше всего вот это, за это с Ерком Кушу сколько говорили. Я вообще эту серьгу оставил, я завещал ее, ты знаешь? Кому? Я Жаку ее завещал, сказал. И вот эта серьга, отвечая конкретно, я сделал видео, сказал, эту серьгу, и когда вот я покину этот мир, я завещаю Жалгасу Жумагулу, отвечай, Жако, ты же помнишь, да, братан, если что, эта серьга до сих пор, она в завещании будет чисто тебе. Там гравировка маленькая, Жалгас. Нет, там никакой гравировки нету, но это чисто Жако. Давай теперь... Перед тем, как закончить... Макаеву, что за инфа? Недавно интервью Жако смотрел. Парень берет интервью, говорит, у тебя, говорит, сколько жен? Про жен, да? Да, у тебя сколько жен? Ну, там Жако свою историю рассказывает, и у него спрашивают, а у тебя сколько жен? Он говорит, нет, я пока не женат. А, ты рукопашник, говорит? Я чуть не умер. На ручном тормозе. Кстати... Только Жако мог такое сказать. Ну, кстати, да, вот по интервью, на самом деле, там есть, знаешь, моменты, ну, которые многим не нравятся, то, что Жалгас за многоженство, но при этом он там интересные вещи говорит, что он говорит, что, ну, все по обоюдному согласию. Жако очень грамотно. Он говорит, наоборот, лучше, типа, многоженство, чем измены. На самом деле, очень круто. Мне нравится, ну, и то хорошо. Не то, чтобы, как бы, это, да, эту тему, просто у нас здесь может кто-то обидится, но при этом, при всем, я скажу так. Жако никогда не стесняется говорить правду. Никогда не стесняется говорить то, что хочет сказать. Наверное, знаешь, лучше говорить не правду, свое мнение, потому что... Свое мнение, да. Ну, имеется в виду, по его мнению, это же есть правда. Правда всегда одна. Истина одна. Для него. Правда. Окей. Это сказал фараон. Мы так сейчас весь этот... Он был очень подкаст умен. повторим. Давайте дальше. Да, давайте можем поговорить про увольнение Макаева. Да, потому что тема случилось? очень Кто интересная. вообще, инфа есть какая-нибудь? Вот Миша непосредственно был там же, да? Да. Вестник ММА. Вообще, Мухаммад Это где было? Саудовской Аравии? Абу-Даби. Нет. Когда его сняли? Его сняли после Лондона.
Вот почему его сняли? Лондоне. Руслан Делева. Почему его сняли? Он вроде бы выиграл. У него серия 7 побед. Так. Он в рейтинге находился. Так. Чтоб ты понимал, Хайповал жестко, нужно конкретно. будет сказать для Сулы, что Макаев был подписан по специальным условиям. Да. Таких условий, наверное, даже если вот брать в постсоветском пространстве, не у всех А будет. что за условия? Ну, по деньгам. Да, обычно Очень тебе хороший. дают стандартный Ага. контракт, по-моему, 17, ну, кому как 17. 12-12, кажется. Ну, там, да, сейчас уже подрос он. Представители UFC есть? Сейчас он подрос. Доставай деньги. Сейчас он подрос, контракт, но до этого был, ну, там, в принципе, не такие прям большие деньги. Есть особые условия, по ним перешел Макаев, по ним перешел, кстати, Шара Буллет тоже. У Шара Буллета 50 плюс 50. Обед там по-моему. бесплатно, завтрак, ну что-то. Это и так все бесплатно. Ну, он на хорошие деньги пришел. В чем проблема? Талоны дают. Да. Что должно же? так Проездной, бесплатный проезд на автобусе. Что Не, Шара... по деньгам там, брат. что Сула сейчас подпишется в UFC. Деньги хорошие, 50 плюс 50 тысяч долларов предлагают. За каждый бой. Да. Минимум, да? Ну и потом шаг еще есть. Шаг. Все. Победа. Победа и плюс какая-то сумма еще. Ага. Вот обычно спецусловия. Хотя каким-то... Ты точно знаешь, что он 50 плюс 50? Нет, я про Шару говорю. Шара про это говорил в интервью, что у него было 50 плюс 50. Нет, про Макаева он сказал? Нет, про свой Про гонорар. Макаева ты точно знаешь? Что был у него... Первый про сумму не знаю, что сумма была больше, чем обычная. Ага. Это Наверное, точно. не- Больше это вот на порядок прям, да? Прям на 2 Не знаю, он мне сумму не говорил, знаю, что Если дали больше, уже понятно, что он как бы этот... интересен. Непростой парень, да. Он интересен UFC, потому что они брали его как непобежденного вот аматора. Он был тогда единственным, по-моему, чемпионом двухкратным МАФа, плюс 30-0, там, или трехкратным даже. 30-0 рекорд в любителях. Поэтому им прям был интересен Макаев, они его подписали. Он мог бы стать, если бы ему дали там бой за титул, теоретически самым молодым чемпионом UFC. Вот. До этого Джон Джонс стал. И, в принципе, Макаев тоже этому... Первый раз стартанул на Абу-Даби, да? Первый самый бой, я сейчас не вспомню. Мне кажется, что Я нет. был на одном турнире, где он дрался. И это выглядело, знаешь, как бы... Что-то он там крутил, потом под конец устал, и он в конце прям, знаешь, как такой... На волевых закрыл то ли рычаг, то ли треугольник. Ну, да. Финишировал, да? Это было с Тимом Эллиотом, Мне по-моему. понравилось то, что он, знаешь, как бы он понял, что он проигрывает, ну, не то, что проигрывает, может проиграть, да, и он понимал то, что нужна зрелищность, нужно досрочно закончить, ну, то есть Дана не любит вообще, как бы, длинные бои. А нет претензий, у него бои реально драматические, у него хоть и есть борьба в них, все равно они драматические, то есть Да, у него да. каждый раз там, то ему же тогда растянули, порвали связки в ноге, когда ему на последних секундах вышел парень на ногу, и он прям орал, он ему выгнул ногу вот там в тупом угле, и при этом Макаев не сдался, и хорошо, что закончился бой, и он уже все потом на костылях уходил, ему долго лечили. Почему отписали его? Есть много разных теорий. Например, матчмейкеры. И недавно, по-моему, Райан Холл... Стив Эрцик высказал такую теорию, которая, в принципе, наверное, похожа на правду. Это претендент на пояс UFC Стив Эрцик, боец тоже на легчайший вес. Он говорит, что очень плохие были отношения с менеджерами у Мухаммада Макаева, что с матчмейкерами, что он там свое постоянно гнул. Ну, да. И UFC не любит, когда пытаются на своих условиях с ними общаться. Плюс он рассказал, что вел переговоры с PFL параллельно с этим, а UFC это вообще максимально не любит, это вообще запрещено контрактом. И я так понял, что Дана решил сделать прецедент просто. Показать, что с нами не надо в игры играть, либо вы у нас деретесь. Не, классно, он вчера интервью дал. Мухаммед Макаев, не знаю, это точно его слова, нет, процитирую, он сказал так дословно, типа... Готов бесплатно подраться? Про ПФЛ это выдумали, говорит, журналисты, раз. Я пришел в UFC стать чемпионом для наследия, 2. И 3, он говорит, надеюсь на какое-то потепление, ну, типа такого, намекнул. Все-таки он хочет в UFC. И он сказал, что готов подраться бесплатно даже. Так сказал? Да, он говорит, я готов подраться бесплатно, только типа обратно Верните меня. верните меня, Серьезно? пожалуйста. Там прям Тогда- вот я и говорю, это прям что-то вот Круто. такое, что это самое. может быть, вот я недавно давал интервью Мета, и я говорил про это может быть что-то такое, типа, знаешь, в виде маркетингового хода, возможно, а может быть и реальная ситуация. Ну, не похоже. Ну, на это в этом маркетинговый плане он ход, такой, совсем да. не похоже, потому что еще у них тоже там... Он же не с Али Абдалязизом двигается, Да? Макаев, он с Конором, да, с менеджментом Конора Макгрегора. Все, этот, как его, парадигма, да? Нет, Парадигма. да, и вот мне кажется, что тоже с этим все связано, что, может быть, там не тот менеджер, может, действительно, просто вот он говорит, что придумали журналисты, но он мне сам в интервью говорит, что приходило, он не говорил, что я вел переговоры, он говорит, приходило предложение от PFL. Сейчас, кстати, Karate Combat еще выложили то, что хотят его подписать к себе.
Вот знаешь, профессиональная каратэ, которая популярная в штанах, где они. Ну, знаешь, Макаев, наверное, не в том возрасте, чтобы сейчас оглядываться там на ПФЛ и куда-то еще. Ему сейчас надо четко, быстро уже понимать, что он уже близко к топам UFC. Не, он не то, что близко, он в топе. Я и говорю, ну, имеется в виду... Шестой или поясу. У него есть возможность, да, подраться там за пояс ближайший год. Так что не надо ничего выдумывать, надо вот эту историю добивать. И, знаешь, я многим бойцам, мы же эту тему понимаем, то есть, если там брать западных бойцов, европейских... Кстати, бойцов, тебе надо брать пример с Даны Уайтом, мне кажется, брат. Сейчас, секунду. Опять смысл сбил меня. Вот главная мысль, которую ты должен донести до бойцов. Джигитеры, пацандары, алло, вот так вот. Я ее собирался донести, но ты меня сбил. Но смотри, вообще вся суть в чем? Бойцам, особенно постсоветского пространства, они должны понимать, что чемпионство в UFC им даст намного больше, чем вот эти гонорары. И мы же это понимаем. Понимаем, что есть меценатство какое-то, есть спонсоры какие-то определенные, есть агашки, да, дядки, да, там, которые приезжаешь, там тебе... Вон вчера наш олимпийский чемпион приехал, там, призер приехал, олимпийский призер, сразу новый 300-й в аэропорту. Новый 300-й, это не государство дало, еще государственные деньги есть. Да. Это какой-то предприниматель. У нас в советском пространстве, особенно он дагестанец или таджик? Он дагестанец, но живет в Лондоне. Ну вот. Англичанин, они очень хорошо отзываются о России. Да, у него есть Не проблемы. очень хорошо отзывается о России? Ну тогда не приедет, походу, да? Нет, о Дагестане он хорошо. В Лондоне агашек нет. России, не Дагестане. Ну, понятно. Что говорить? Я к чему говорю, что ребятам с постсоветского пространства нужно думать, наверное, больше о самом титуле. Ты вообще думал когда-нибудь об увольнении каких-то бойцов? И есть такое, что ты принципиально хочешь... Принципиально была же такая ситуация, не раз. Была такая ситуация, помните, мы здесь сидели, разговаривали о двух бойцах, которые должны были уже приблизительно драться за титул. Вот смотри, да? Кто это? Абу Нурбулат и Булат Заманбеков. О двоих я здесь говорил, сидел, вышел в кабинет, после обеда вышла информация, что их подписали в американскую лигу ЛФА. При этом они на контракте с Найджей. Да, я говорю, ребятам, идите и отпишите их, передайте им уведомление, что они свободны от контракта. Сразу прибежали их менеджера, начали переговоры, это мы просто так, временно и так далее, и так далее. Но вся суть в чем? Вот эта недисциплина, она к чему приводит, видишь, к каким дисбалансу, да, можно сказать. Что произошло в дальнейшем? Все-таки они вес не согнали, двое должны были драться в титул. Один вес не согнал, другой заболел, да? Я сейчас не критикую команду, не критикую... Так и надо критиковать, брат. Но так произошло. Это справедливо. Это, видишь, как-то говорит о каком-то... Оно само изначально намерение такое было, и вот, видишь, оно так происходит дальше. Вот так. Ты считаешь, все-таки Дани Уайту там стоит прощать? Просто у них есть какие-то точно принципиальные Знаешь, вопросы. Дана Уайт сейчас ничем не проиграет, если обратно его подпишет. Но он, знаешь... В целях воспитания он скажет, ты мне говорил, там, грубо говоря, 10, я тебе говорил 3. Мы хотели остановиться с тобой на 7 или 5, ты все равно говорил 10. Теперь бери 2. И, возможно, мне кажется, там, брат, все-таки не вопрос денег. Знаешь... Или думаешь, все-таки денег? Конечно. Знаешь, да, я думаю, да, я даже не думаю, я больше чем уверен, что есть какая-то определенная служба, да, там, маркетинговая, да, которая дает анализ касаемо вот этого там Макаева, да, там, или там другого, да, она сидит и анализирует и говорит, ребята, вот этот парень, там, его смотрят там-то, такие-то охваты, какие-то определенные там PPV, да, на него покупают или нет, да, наоборот. Стоит столько. И вот этот анализ приводит к тому, что они действительно рассуждают, сколько ему платить. Да, бывают такие ситуации, там, менеджера договариваются, еще что-то, но при этом, при всем, он, скорее всего, там, его цена, она определяется путем какого-то ресерча. И когда он видит, что там он не стоит того, что он просит, допустим, на сегодняшний день, конечно, он будет говорить, ребята, повремените. Так, да? А когда там, если бы Дана Уайту было бы это интересно, в любом случае, хоть что бы там тот не говорил, он бы это сделал бы. Согласен, здесь с тобой Он бы это согласен. сделал бы. Почему? Потому что они в первую очередь менеджера. Да, бизнесмены, согласен, да. А вот это уже там, знаешь, кого-то воспитать или там на кого-то наехать, это уже второй... Получается, и Абу Нурбулат, и Булат Заманбек не стоили того, чтобы за них переживать, особо много денег не приносить. Я знаешь, не то чтобы денег, мы же сейчас вообще о деньгах не говорим здесь в Казахстане, мы говорим хотя бы о охватах.
И Ну, если- хорошо, охвата. Если Не сравнить, стоило того. если сравнить эти поединки сейчас вот изучить, ну, конечно, нет. Все понятно. Просто зайди, просто посмотри, что как бы... Мы сейчас что делаем, чем занимаемся? Мы как бы хотим их раскачать. Даже вот со многими бойцами, с Они которыми я буксуют. работаю, я говорю, хотя бы сделайте пост. Сделайте пост. Там некоторых не уговоришь. Там приходится им звонить, просить. Там, да. Потом я уже для себя решение принял. Нет, все, теперь, ребята, остановитесь. Берите ребят, которые готовы это делать, работают над этим. Ну, давай вот на них и акцент. Вот и все. Это так работает. Некоторые бойцы есть, которые в полгода один раз посты делают, брат, ну, чтобы ты понимал. Инстаграм – это единственное, можно сказать, их бесплатное СМИ, да, которое на них работать должно, и они там должны как бы убиваться, делать все, что нужно, там какой-то контент-план. Если не можете, мы научим, покажем. Если что-то нужно, мы поможем. Мы так и говорили. Но при этом, при всем, не все бойцы, конечно, такие, но при этом, при всем, большинство вообще не работают над этим. И вот надо говорить, рассказывать, раз, два, три. Никто не понимает, что это и есть их деньги, да, на сегодняшний день. Вот, Да, да. этот стрим – это их деньги. Бизнес сегодня – это напряженные звонки, документы, отчеты и бесконечные встречи. Хватит тонуть в рутине и постоянном контроле. Доброе утро, коллеги. Давайте. Дарлин – решение всех ваших забот в одном месте. От документа оборота до заключения миллионных контрактов. Дарлин – это твой цифровой офис. Управляй бизнесом из любой точки мира. Друзья, наша команда создает уникальный контент в рамках нашего промоушена. У нас происходит здесь интервью, снимаются подкасты, монтируется много-много видеоконтента. И видя, как многие из вас, которые посмотрели это видео, являются не подписчиками нашими, мы, конечно, хотим попросить вас, подпишитесь. Для вас это 5 секунд времени, даже можно сказать секунда. Но для нашей команды это очень большая награда от вас. Так что не жалейте комментариев, лайков и подписок. Ждем вас. Давайте теперь поговорим про интересную тему, раз мы начали тему увольнения. Поговорим про освобождение от контракта. 2 бойца из Казахстана сейчас стали свободными агентами. Это Сергей Морозов и Мария Агапова. В принципе, по Марии было известно это чуть раньше, но официально это стало известно вот пару дней назад. Сергей Морозов тоже, если честно, я с ним разговаривал, он мне тоже говорил, что завершил вообще карьеру. Мне кажется, он даже не удивлен, не расстроен, он давно завершил. Давным-давно уже. Ну, Пару лет На точно. победной ноте. Да, но официально вот пару дней назад... Официально, скорее Сергей всего, Морозов- ему было предложение, он, видишь, он специально не объявлял, не то, что не объявлял, но не говорил. Я думаю, знаешь, ситуация такая, он не говорил, потому что где-то на эмоциях, возможно, решение принял, и говорить это не хотел, потому что, как бы, ну, вот это вот я считаю правильным. Почему? Потому что, ну, потом взвесишь, посмотришь, чуть погодя вернешься и поймешь, тебе нужно это или нет. Ну, это выбор Мороза, надо его уважать. Не хочет драться, ну, все, красавчик. Да, намаз читает. Свое отдрался. Муслимом стал. Свое отдрался. Причем начинал чуть ли не с Незы, да, первый бой? Да, на Назе начинал. Первый бой, 2013 год. Со Астаны парнем дрался он. С кем он дрался? С Исатаем. Не-не-не. Арман Абдрахманов. Ха, Что за... подкаст, ММА подкаст с ними. Не-не-нет, он с Алматы. Он с Алматы, шучу. с Алматы дрался с Муцником. С Муцником. Денис с Муцник. Муцником. Мы, прикинь, вот в чем прикол, с Денисом Муцником в свое время боролись вместе. Он был чемпионом Казахстана по Легенда. греко-римской борьбе. Он где-то примерно наш ровесник, 86-87 года. Вот здесь, в Талдыкургане, 2000... Какой 1999 год мы здесь боролись... 6 лет? А? Вам 6... 99-й. 99-й. Я боролся в этом, как его, на юношеском чемпионате Казахстана по греко-римской борьбе в Талдыкургане. Он с Талдыкургана. Вот я помню, когда он выходил, прям вся аудитория хлопала, он звездой был местный. Он такой прям именитый. И вот какое-то время он начал переходить в ММА, драться. Он у нас даже дрался пару раз. Кстати, он кому проиграл этому? Кажется, проиграл этому. Мне кажется, даже я Киргизу, казахстанскому. какой-то его бой видел. У нас дрался он с киргизом этим, как его? Сула? Сулой дрался, да. Кажется, он ему проиграл, да, Жулдаспеку. И вот с ним у него бой был на Назе. Этот бой, я не знаю, если видео найти, прям там жесткое. Жесткий. Не, Муцник в свое время жестко топил. Что говорить, и Воисей тоже. Мороз ему с колена попал именно в височную область.
У него вот такой разрыв, сечка была, крови было нереально много. Вот первый мой ужас, нокаут в первом нашем турнире был вот это Мороз. Ужасный нокаут был. Он, знаешь, вот этот с разбега, когда с двоечкой колено бьют, вот таким ударом ударил, как сейчас помню, прям на глазах. Видео нету, да, наверное? Найдем видео, найдем, выставим. Надо вообще как-то, мне кажется, выложить первый турнир, чтобы люди посмотрели. Какие-то отрывки, вот недавно Мирас выложил видео, где он Гойти задушил, Гойти Дазаева. Вот это было тоже на первой нозе. Он треугольником закрыл Гойти Дазаева и уснул Гойти, кажется. Ну, это история, видишь, кому-то, может быть, не понравится эти видео, но при этом, при всем, это было, и я думаю, что этого стесняться не надо, и надо на это смотреть позитивно. Ну, зато сейчас где Мирас, а где Гойти, да? Давайте теперь про новости от Дэвида Шоу. Ему был задан вопрос по поводу развития географического турниров UFC, и он сказал, что Казахстан, Грузия – это те регионы, которые им интересно развивать. Вот что ты думаешь, был бы там, не знаю, встречающей стороной, и будешь ли ты сейчас какие-то делать шаги по направлению к UFC? Может быть, какое-то письмо им стоит там написать, что вот слышали такие новости, готов встретиться. Да, мы разговаривали с Даном Уайтом, и такая пауза, да? Не, ну знаешь, на самом деле вообще изначально переговоры были. Потом из-за какой-то политической ситуации, не буду говорить про все, но типа мы там рядом с кем-то, еще что-то там и так далее, и так далее. Вот, вообще в целом разговор про Казахстан отсутствовал изначально. Он был до пандемии. В ковид он прям был, брат. Не, до пандемии. До пандемии да, прям до пандемии. До пандемии он начинался. Тогда в спешке говорили, что Арман Ашимов выступит туда-сюда. Потом он в пандемию этот разговор закрылся. После этого, когда мы переговоры возобновляли, говорили, что типа, ну, какая-то там геополитическая ситуация туда-сюда. И сейчас вот эти разговоры, они уже возобновляются. Переговоры возобновляются. Я думаю, надо чуть подождать, вообще посмотреть. Ну, в плане встречающей стороны я бы, знаешь... Наверное, мечта такая, да. Я бы хотел, чтобы там Шавхата бой за титул произошел здесь. Да. В Астане, либо защита. В Астане мы можем футбольный стадион, как его назвать? Барыс? Барыс. Барыс-арена, там, кажется, 40 тысяч или 50 тысяч, насколько я помню. Мы забьем. 25, по-моему, брат. Не. Барыс. 20? Не может быть. 25, брат. Я слышал, что Барыс 40 тысяч. Вот сейчас прям посмотри. Посмотрите в интернете. Футбольный, который открывается сверху. Футбольный, который открывается сверху, да? Не, вы... Не, вот вы... он не Барыс называется. Футбольный по-другому называется. Барыс, я знаю, что он 12 тысяч. Барыс 12 тысяч. Это такой же, как Алматы-арена. А тот футбольный, он намного больше. И там около... Ну, там, наверное, Астана так и называется. Клуб Астана же там. UFC не проводит на футбольных стадионах. Да? В Лондоне уже сколько хотели, в Англии делать, и не делали. На Уэмбли? Потому что Дан Уайт заявил, что ему не нравится атмосфера на футбольных стадионах. Нет, смотрите. Дружище, надо было вообще сюда с нами посадить. Чем мы как-то это самое? Смотри, когда стадион открытый, да, ему не нравится, а там закрывается стадион. Это, наверное, в Центральной Азии, там даже, кажется, в России, не знаю, есть или нет. 18 500? Какой? Барыс-арена. Я говорю, футбольное поле. Футбольный стадион Астана напишите. И там он закрывается сверху, и прям как будто бы ты в помещении. У нас есть в Питере такой. А, есть? И один такой стадион. Ну вот. Футбольный. И вот второй в Казахстане у нас. Да, в Алмате надо проводить. Кажется, в СНГ это всего лишь 2 стадиона таких. Один там ну, когда проводят турниры в регионе в каком-то, подписывают местных бойцов, кого ты бы хотел бы подписать? Кстати, про Армана Ашимова действительно реальная история. Если вы наберете на сайте UFC Арман Ашимов, то он все еще есть в базе, хотя ни одного боя не проводил. Нариман Аббасов тоже там. Ну, он хотя бы на контендере дрался. Да, это контендер. Знаешь, ну, обязательно это из зрелищных, давай, зрелищных бойцов возьмем. Я в первую очередь это Алиби Идрис. То есть от его ведения поединка, она точно там и матчмейкерам, и самому Дану это очень понравится. Мага Кабардиев однозначно, ну и, конечно, Нурбек Абдрахманов. Нурбек Абдрахманов это... Просто монстр. Монстр. Реально крутой чел, который... Возраст позволяет, все позволяет. Смотрел, да, тяжелый? Конечно, мы обсуждали даже на просто. Очень-очень страшный нокаут такой был. Эти бразилы обиделись, короче. Я, выхожу же с этого. Почему обиделись? Может, с ним поспорили? На прическу? Да, и я, короче, к нему подхожу, говорю, Вандерлей, говорю, говорю, Казахстан, Дос, Бразил, Серо.
Он говорит, нифига, я здесь побеждал, и то сего. Я говорю, Вася... Ты после нокаута пришел? Нет, уже когда мы вылетали. Ну, после, когда он упал? После боя? На следующий день. Ну, ты кровожадный. Да, суровый ты. На следующий день я к нему подошел, говорю, Казахстан ДОС, Бразил Серо. Он говорит, я здесь уже побеждал, и то сего. Я говорю, подожди, братан, я, говорю, спорил. Говорю, с тобой и с Марсио. Обои раза я вас выиграл, говорю. И все то, что было до этого, джентльмены, мне, знаешь, мне сеньоры. нравится, что ты невыгодно споришь. Вот, прикинь, ты сказал, что ты побреешься, а теперь они проиграли, да? Почему ты не потребовал, чтобы они побрились? А зачем? Мне достаточно того, что... Не лысый, да? Не упиваться своей. Нурбек выиграл. Мне этого достаточно. И выиграл. Потому что, смотри, Нет, смотри, риск. я же не спорил. Я не спорил. есть Я риск. говорил то, что я ставлю на победу. Если он проиграет, я побрею свой... Я не говорил то, что... Когда мы здесь спорили, помнишь, ты говорил, что ты волосы поставишь? Я говорил то, что я побрею свою голову на лысо, если он проиграет. Всё, ты не спорил, а просто... Я говорил то, что я побрею свою голову на лысо. Всё, вот это уже, видишь, открывает всю правду. Открывает дверь без ключа. Ча-ча. Знаешь, вот... Не, смотри, вот он предприниматель, а ты нет. Я красавчик просто. Я Зато просто волосы есть только у него из нас троих. Да, зато волосы только у меня есть, короче. Какие бы там предпринимателями не были. Прикольно. Что, дальше? А не знаю, есть какие-то у нас интересные... А вот, по UFC у меня есть инсайды, ребята. Давай. UFC в Казахстане. У меня есть 2 инсайда. 2 турнира сразу. У меня есть инсайд по Бигзату Алмахану. Мы типа ждали, что он будет в сентябре драться. Я с ним вчера пообщался, кстати. А у меня есть, короче, инсайд, что он будет... Вероятность есть большая, что он будет драться 26 октября на 308-м турнире против Рики... Ну, мы помним Симон. прошлый инсайд, да? Да, а тебя обманул инсайдер, я просто вчера с ним общался. Мы в одном самолете летели, записали интервью, оно скоро выйдет. Он пока еще не восстановился. Ну, в общем, у меня есть такой инсайт. Будет это известно, я думаю, насколько я прав Тут или раз нет. тоже неправильно сказал инсайд, тебя обманули. Ну, ладно. Но зато я сказал правильно. Подожди, я сказал... Передал, что тебе... Подожди, я сказал 4 раза. 2 раза я был прав. Я не знаю, братан, я вот за последний помню. и всё. Я конкретно сказал про Азат Махсума. Но они получили травму, если что. Я про Азат Махсума говорил тебе весной. Я не помню, братан. Ладно, да, посмотрим. Ну, хорошо бы, но он мне просто вчера сказал, что еще не восстановился. Ему нужно... Сейчас уйду. Оставайся. Ему нужно восстановиться. Не, ну, я думаю, до октября он что, не восстановится? Он говорит, что вроде нет. Ну, надо же не только восстановиться, надо... Ты с ним общался за счет сентября, так ведь? Октября на UFC в Абу-Даби. А, ты за UFC Абу-Даби. Я думаю, я думаю, то, что он к октябрю 26-му, это еще впереди у нас 3 месяца. Ну, как 2? Ему нужно, во-первых, восстановиться. Август, сентябрь, Потом октябрь. начать тренироваться плотно, ну. У меня есть такая инфа. Окей. Вот у меня вот этот мой инсайдер сказал, что вот, как его, господи, я только что Рики назвал. Симон? Да, Рики Симон выходит против него на 308-м. А по поводу есть еще UFC в Казахстане у меня инфа. Очень большая вероятность, если будет, то в следующем году летом. Верится. Вот такая иншалла. И, кстати, по поводу... Вот смотри, мы в одном из прошлых этих... Извини, Сул, я думал, сейчас возьмешь руку Нурбека и погадаешь такой вот. А кстати, у тебя здесь Кстати, да, UFC, да? встреча Совместно с мужчиной. с NFC. Слушай, почему бы не сделать... Вот, да, вот я смотрю, у нас сейчас Елдос Сметов. Тарас. Ага. Жақсылық Шкемперов наш, Аташка, Мархум Иманды болсын. Тарас. Ты говорил, что где еще можно провести турниры? UFC? Найза. Там нету стадиона. Один... Как это нету? Ты чё? Тараз-арена на 1000 человек. Короче, один из моих серьезных товарищей из Тараза, он прям реально приглашает, приезжайте, говорит, здесь, говорит, будет прям все фантастика. Мне кажется, Сул, ты неправильно начал. Надо было сказать инсайт, Найза, Нет, стоп, конец подожди. 2024 года в Первый Таразе. инсайт это был про кого? Бигзата? Да, а второй инсайт это то, что Найза следующий. пройдет в Таразе. Все. Это помнишь фильм «Брат», да? Посмотрел, Первая часть. Вторая часть. Ну и первый, и второй. Где он не обманул фашист, говорит, да, там граната через раз взрывается. 50 на 50. У тебя Это вторая часть. Уже это 4-я информация, из них 2 были правильные, 2 неправильные. Ну, нормально, короче.
не обманул тебя, фашист. Все, давай дальше. Поехали. Так в Таразе будет Братан, наезд? это так, если вот так вот взять вот финансовую грамотность, да, то даже покер, если брать, смело можешь 50%. Теория вероятности. Через каждый этот ты можешь просто увеличивать. Смотри, брат, давай про реалити поговорим. Вчера вот буквально... Какого числа стартанул? 15 августа. Стартанул тизер, видео, и уже многие мне пишут, знаешь, в чем прикол? Мне до сих пор... Как попасть на реалити? Мне до сих пор пишут, как попасть на реалити. Я просто вот хотел обратиться к нашим ребятам, которые, возможно, не в курсе. Уважаемые друзья, реалити был отснят уже с какого покоя? В июле. В июле месяце. Он уже закончился, сейчас август, и будет 15 Зачем ты числа... про это говоришь, брат? Ну, надо же сказать там, чтобы не Зачем? писали. Многие пишут. да, Пускай пишут. Да, уже приезжают в дом стучат. Ребята, что... Пускай пишут, пускай будет интрига, пускай думают, что все идет в прямом эфире. А сейчас все, забудьте, что я до этого сказал. Сула, ну ты это что, мы так же не и должны делается. обманывать наших фанатов. А никто не Смотрите, обманывает, ребята, ты щас, просто подожди. про это не говори. Подожди. Ребята, реалити отбор уже закончился. Ладно, не буду говорить, что его отсняли, но при этом, при всем, уже отбора не будет пока. 15 числа стартует первая серия с участием Шак Кенти, Апачи, Фаниля Рафикова, Донченко и других куча таких интересных и сильных ребят. Так что 15 числа на нашем YouTube-канале Найзат ТВ смотрите и наслаждайтесь. А следующий реалити мы объявим после сентября, когда он будет. Вспомнил историю по поводу того, что Сула говорит, не говори людям, что уже отснят реалити, пусть пытаются туда попасть. Есть такой актер Марк Уолберг. Угу. Офигенный актер, да. Да, и он большой фанат UFC. И он рассказывает, что очень любит своих друзей, потому что никто из его друзей не смотрит UFC, вообще за этим не следит. Он говорит, иногда просто по телеку идет UFC, причем, в записи. Друзья его не знают. А он прям все турниры смотрит, на многие турниры ездит. Кто это? Марк Уолберг, такой камон, это как хороший же его, актер. господи. Да. Ты знаешь точно его. Да. И он говорит, когда смотрю, друзья такие говорят, о, прикольно. Постоянно, говорит, с ними спорю, потому что я не знаю, что эти турниры в записи. Он говорит, постоянно выигрываю деньги. Вот так же, как... А какой турнир? Про UFC он говорит? Да, Да. он типа большой фанат UFC, а его друзья никто это вообще не смотрит. Он говорит, иногда Какой по телеку турнир идет, он включаем, говорит, сейчас этого щелкнет. а в записи он говорит, спорим сейчас? Он нокаутирует. Можешь показать? Да, Кто такой конечно. Марк Это вот в глубоком запасе. Смотрел полицейские эти комедии? В глубоком запасе, Покажи, потом покажи. стрелок. Короче, когда бой был этого Шавхата Рахмонова, мы сидим на этом, как его? T-Mobile арене. Все, его я знаю. Но не он, а другой актер. И я сижу, толпа нас на трибуне, и как-то объявляют какого-то бойца, короче, и выходит. Выходит, идет, и вот на экране показывает. Я на него смотрю, где-то видел его, похож прям на кого-то. И он выходит, знаешь, как, а это актер. Как его зовут? Дом у дороги. Дому дорога. Как его зовут? Джилленхол. Джейк Джилленхол. Ну, Джейк Горбатая гора, это он, да? И он выходит, Нет. Да? и Ладно. он выходит по тропинке, и выходит. Я смотрю, я понимаю, что это актер. И думаю, нифига. А UFC как сделала? Они отключили эфир. Видать, может быть, объявили или нет, но на английском я не Они, понял. да, предупреждали, что Да, сейчас будет. предупреждали. И выходит боец, типа, он выходит, оказывается, они должны были его выход снять. И теперь я стою, смотрю, думаю, выходит, и думаю, нифига себе, актер выходит, драться будет. Ну, наверное, подерется. Я-то не понимал, что фильм снимает. С Конором он дрался. Самое главное, знаешь, такой прикол. Он выходит в октагон, такой, его объявили, там все кричат туда-сюда. И такой стоит, и такая тишина, пауза, неловкая ситуация. И ему судья говорит, ну, типа, иди, уходи отсюда. И он такой, да, и выходит, короче. Я тогда догнал, что это была съемка. Ну, так прикольно получилось. Фильм никому не советую смотреть, очень слабый получился. Смотрю, я не смотрел, прям откладывал его, знаешь, Он там, уже вышел? Да, да, да. посмотреть его, Дом у дороги смакануть. называется. Серьезно, левый, да? Боец UFC? Он боец UFC, который закончил карьеру и стал охранником в клубе, и Конор Макгрегор хочет этот клуб отжать, типа. Ой, нифига себе. Да, это новый, это ремейк типа старого фильма. Ну, вообще дурацкий. Ладно. Прям плохо сделано. На отвали. Про следующую Найзу можем тоже поговорить. Да, следующий Найза, 31 августа, город Актау. Набережка. На набережной, в смысле, да? Нифига себе. Открытый будет, Это да? будет круто. Уже там Это бойцы не будет умрут. круто. Попытаем. Почему? Жарко же. Как жарко? Под вечер же. Ты же помнишь тот Жарко всегда. Вот раз я вообще тот, чуть когда с не... Хабибом проводили? Жарко Это было. вообще Было просто жарко, ты чё? баня была, не Конец- просто жарко. Я Конец, там ребята чуть не... замерзли. Я чуть Нет. не умер там, отвечал. Был июль месяц, июнь месяц, а сейчас август месяц, конец, сентябрь уже подходит. Вечером такой бриз прикольный.
Вы были, да? Да, он был тоже, кстати. Это я как будто в много, аду, да? короче. Ты из ничего, короче, вдруг не на минуту, короче, оказался. Это я потом сгорел, красный был. И хоть где, кстати, такая А где температура вы сгорите была? еще? Надо На сгореть. работе. Мы горим на Надо работе. сгореть. Да, ну, по поводу 31 главный бой. А начнем под вечер, 7 часов. Где-то 8:30 там будет закат. И уже такой на красивом фоне Каспийского моря при закате, сзади амфитеатр, город Актау покажем. Черная икра, красная рыба, короче. Там прикольно, что можно дымовую... Ну, знаешь же, бывает дымовая вот эта завеса, когда выходят бойцы. А можно просто сулу поставить с вейпом. Он такой, Прошу не рекламировать здесь вейп. да, мы против. Зачем ты про это говоришь? Просто подумал, я забыл, что мы не рекламируем. Местные звезды подерутся. Ну, это же прям не Али такая Хужа. тема. Я забыл там, допустим, Серикбай к примеру, Ходжабаев. какая будет 10-я цифра «и» после Кстати, запятой. Кстати, смотри. Это же прям ты сейчас нарушаешь закон, Михаил. Тихо-тихо. Ходжабаев, Серикбай. Дрался с Ильдаром Кудайбергеновым и с Фанилем Рафиковым за пояс. Возвращается спустя Ходжабаев. лишь недолго. Я его уже видел с животиком таким. Есть чувак, короче, я даже Я говорю, ты сколько весишь? Парень дрался на 71 килограмм. Я говорю, ты сколько весишь? Он говорит, 103. Офигеть. То есть, ну, А сколько он сейчас будет драться? В каком весе? скорее всего, на 84 будет драться. Он сгонит? Ну, конечно. Но там этот вес, он такой, наш, как бы искусственно набран, я думаю, так быстро. Не, на самом деле он хорошо тренируется. Они тренируются у меня в зале, как раз в Дартиме. Я вижу их даже по этим, как его... Сторис. Не, по камерам. Контроль, елки-палки. Пока. Там они только подходят к банке с печеньем, ты сразу тревогу включаешь. Приходится контролировать бойцов. И такое время настояло, видишь. И что, Али Хужа, да? Али Хужа. Он какой вес будет? Али Он вроде нормальный. Хужа 66, но он, скорее всего, в промежуточном весе подерется. Да. Мне не нравится, что эти ребята очень редко дерутся. На самом деле очень яркие. И Да, в свое да. время ты приезжал, Я наблюдал их офигевал. поединки. Я просто В Актау. офигевал. Они приезжали в Алмату. У Али Хужа такой драматический бой с этим бразильцем Сантосом, да? Супер вообще схватка была. Да, вот это, который проиграл потом Алиби. Не-не. Нет? Или другой, который кому-то, короче, жестко потом проиграл. Проиграл Бусурманкулову у нас на турнире нокаутом. Да, что-то. Ну, это бой был прям вообще просто фантастика, а не бой был. Вообще Сулу надо приглашать, чтобы он записывал, да, вот типа открытие наших карт. Да? Ну, вообще, прям давай еще раз. Продай. Али Хужа монстровая. Вася! Монстр. Вот и все, продали. Крутой турнир. Это будет только турнир или какой-то фестиваль спорта? Что там Не, еще будет фестиваль, мы активности? хотим привлечь, будет баттербол, естественно, будет ММА, будет встреча с молодежью в регионах, будет встреча с молодежью с именитыми бойцами, звездами, как мы обычно проводим. Также пройдет... Сейчас вот переговоры ведем по поводу форума, именно бизнес-форума в плане спортивной индустрии, там, спортивного менеджмента. Хотим такое что-то замутить. Почему? Потому что вообще Актау сам по себе, если брать с точки зрения событийного туризма, у него очень большие перспективы. И вот я вижу 10 видов спорта, которые там реально залетят. Ocean Man, там на Фетисово, да? Ну, имеется в виду Мангостау. Фетисово там плюс 26, все 6 месяцев в году. Ocean Man — это что, заплывы? Ну, заплывы, да. Триатлон, марафон, ну, баттербол однозначно, айза, мини-футбол, там самое большее количество команд по футзалу, это в Актау, их 200 команд, представляешь? 200 команд по мини-футболу. 200 команд, брат. Так нигде не собирается. Еще 100 и... 200 команд. UFC. Стритбол, Самсону дома вот эта тема залетит. А подводная охота, рыболовство, очень хорошо там стреляет. Ну и другие какие-то там определенные. Кстати, шахматы там на очень хорошем подъеме. Кстати, вот Бибисара, кто знает, да, гроссмейстер по шахматам. И вот там еще парень есть, которого в свое время, этот Эдгар, в свое время поддерживает. Я его видел 6-летним. Недавно его увидел на чемпионате мира, он играл. Усатый, прикинь, сидит усатый, 14 лет, оказывается, ему уже. Сидит такой, ну, не 14, а 13 лет. Большой такой, молодец. Прикольно было. Вот эти виды спорта можно раскачать, и, знаешь, Актау может стать центром спортивного туризма. Туда будут приезжать люди, будут смотреть на это, будут все время переживать, болеть. Главное там какое-то сейчас вот это организовать грамотно в плане там, ну, и денег, и там каких-то разрешительных документов. А так он качать будет. Вход бесплатный? Куда?
На турнир. На Найзу, там около 1000 мест вокруг октагона они продаются. Это, типа партер, да, аля. А остальные, да? Сидячие, а стоячие? Стоячие будут бесплатно. Мы с администрацией города, области поговорили и хотим вдоль набережки с этой и с другой стороны разместить экраны, чтобы люди там не обязательно там в одном месте скапливались, а было видно для всех. Будет круто. Будет очень круто. Однозначно. Крутой такой фестиваль устроим. Спортвик. На сегодня все. Я думаю, достаточно, да? Я хотел бы еще раз подчеркнуть, мне просто здесь не поверили. UFC 308, Бигзат Алмахан, Рики Симон. Алло, если что. Я думаю, у меня интервью просто выйдет с ним завтра. Пускай выходит миллиард всяких интервью. 26 октября, это не завтра и не послезавтра, это через 3 месяца. Кстати, про Олимпиаду можно поговорить. Есть что сказать, я просто, честно, не очень много чего слишком есть. Вот вчера буквально Нурбек Оралбай вышел в финал. Против... По боксу, да? Да, по боксу. Там, кстати, хороший украинский боксер. Мы когда выпускаем? Сегодня, я тогда не буду говорить, но в следующий раз, когда Нурбек уже в финале подерется, да, и Всевышний, все будет хорошо, я одну тему расскажу. История, вот прям, знаешь, как бы хочется ее рассказать, но сейчас не хочу торопить события, хочу, чтобы он подрался, выиграл, посмотрим дальше. Назм, да, тоже в финал вышла. У нас в истории первый раз серебряная медаль по спортивной гимнастике. Это вообще в истории первый раз. То есть парень сделал прорыв, реально. И вот, знаешь, в такой момент радуешься. Почему? Потому что вот не развивался этот вид спорта на том уровне, которым должен, да, там, допустим, или, не знаю, может быть, какого-то вот прорыва не было, и люди относились к нему как, типа, как просто гимнастики, да, грубо говоря, спортивной гимнастики. А тут пришло серебро. Завтра ребята, все дети побегут в залы. У нас в Алмате я сам лично заходил в зал Дюша, забыл какой там, Айслу такая девушка, достаточно такая опытная, работает. Мне понравилось, как у них там процессы поставлены, но ребят очень много, развивается. И вот эта медаль серебряная, она сделает прорыв реально. Кстати, в Актау, вот представляешь, мой друг один, Аманжол, он построил зал спортивной гимнастики. Ангарный, но при этом спортивная гимнастика, там оборудование, все поставил. И я вижу уже сейчас, как менеджер, как это будет развиваться. Круто прям. А спортивная гимнастика, чтобы вы понимали, для всех видов спорта это база. Вот у нас были ребята, вот даже у меня друг есть, чемпион мира с детства, Паша Наливайко, там в 2011 году. Это первый, нет, по ММА. Это первый чемпион мира с Казахстана по ММА. В то время этот ММА входил в состав Панкратиона, и он назывался Комбат ММА. И вот тогда он стал чемпионом мира. Кстати, он занял 2 место, но когда на допинг проверили чемпиона, ему передали медаль. А там всего лишь в балл была такая ситуация, с канадцем дрался. И вот он первый чемпион мира по ММА, он начинал со спортивной гимнастики. И когда мы в борьбе вместе боролись, я чувствовал вот это, да, такое, знаешь, как бы разницу между детьми, которые занимались спортивной гимнастикой, и нет. Я просто вот сейчас родителям хочу обратиться. Обязательно детей в детстве нужно растянуть. И это вот самое лучшее, где вы их можете растянуть, это спортивная гимнастика. Не спешите детей отдавать там единоборство, куда-то еще. Спортивная гимнастика, просто гимнастика. Для девушек художественная гимнастика. Это, я всегда про это просто говорю. Это очень такой крутой вид спорта, который дает растяжку, гибкость и поможет во всех видах спорта. У нас дзюдо, олимпийская медаль. Я тебе расскажу сейчас историю. Мы про нее с тобой не говорили, а там на разбор полетов я говорил. Буквально за день до выступления Сметова. Вот чем мне понравилось дзюдо, все в один день закончилось. Да? Вот сейчас мы бокс смотрим, уже 6-й или 7-й день, а он еще будет в финале драться только 8 числа. А сегодня 5-й, да? Что-то такое, да? 8 числа объявили. И про Сметова скажу, там, это его 3-я Олимпиада. Он до этого занял 2-е место, потом 3-е место, и никто не верил в его. У него была тяжелый путь, проход в сборную. То есть его не хотели, не то чтобы не хотели, где-то там были какие-то там моменты, где ему прикидку устраивали с молодыми ребятами. И говорят, он эту прикидку прошел и поехал на Олимпиаду. Но, как я понял, большинство не верили в его победу вообще. И обсуждая где-то в одном кругу, я говорил, что даже если он сейчас бронзу возьмет, он в историю войдет как 3-кратный призер Олимпиады. Это очень круто. И там тоже никто не верил. И прикинь, на следующий день мы смотрим во время Найзы первую схватку. Ты рядом сидел же, да? Нет, я не рядом, Да, первую схватку, 2-ю, 3-ю. И тут он в финале еще такой, знаешь, как бы нюанс происходит. Я сижу в прямом эфире, комментирую бой и телефон смотрю. И там пишут, Сметов вышел в финал.
Я прям в порыве это объявляю, говорю там в ухо, там туда-сюда. Потом приходит этот человек, говорит, блин, я ошибся, он, оказывается, не вышел в финал. Схватка будет через 2 часа. Этот человек уволен уже. Я говорю, ребята, я извиняюсь. Ты просто уволен. С Не-не. травмами доставлен в больницу. Это же Сагындагай, как мы... Вы что, ребята? Агай. Это он сказал. И Миша. Теперь смотри. Он ошибся, видать, ему кто-то отправил, и он как бы мне отправил. Ну, Это тоже. Сула инсайдеры, типа. Вот они, инсайдеры Сулы. Теперь я сижу и говорю ребятам, вы извините, и теперь думаю, не дай лох. Я говорю, ребята, извините, конечно, вот мы нечаянно обидели, но, наверное, Всевышний сам как бы нам на язык поставил, чтобы мы это сказали, и, скорее всего, он там финал пройдет. 2 часа проходит, он в финал выходит. Мы такие, блин, все круто, туда-сюда, и прям в бою Хумайон с его соперником, прям в завершении этого поединка Сметов становится чемпионом Олимпийских игр. Прям, ну, знаешь, весь зал ревел. Хумайон, красавчик, победил, и тут весь зал кричит, и ему тоже подфартило, да, там настроение такое хорошее у людей. Он в шоке был. Кстати, Он такой, что за навик? Молодец. Я к вам еще вернусь. Пацаны, стендовая стрельба, 3 место. Ну, вот девушка и парень там заняли. И вот у нас сейчас 2 финалиста по боксу, уже, считай, 2 серебряные медали у нас есть. Ну, конечно, хотелось бы золото, и дай Всевышний, чтобы это все произошло. Борьба еще не прошла, греко-римская вольная борьба начнется. Ну и там есть какие-то виды спорта, на которые у нас тоже там не особо большие надежды, но при этом при всем, вот на спортивную гимнастику я тоже думаю, что не особо были надежды, но при этом взяли. Так было в истории много раз, и я думаю, что кто-то все-таки вот, чья звезда сегодня зажглась, да, там на этой Олимпиаде или там завтра зажгется, все-таки принесут нам медали. И, конечно, хотелось бы, чтобы их было больше, особенно золотых, но при этом при всем прям... Хоть и эту Олимпиаду для Казахстана, возможно, там назовут, может, не совсем там удачной, но я считаю, что вот этот прогресс, то, что серебро есть в спортивной гимнастике, будет какое-то, прям, знаешь, какое-то внимание, колоссальное внимание, которое даст какой-то импульс развитию этого вида спорта. Ну и Сметов. Видели фотографию, где стоит Ушкемпиров, Жаслык Ушкемпиров? Да. Первый олимпийский чемпион по греко-римской борьбе в 80-м году занял золото на Олимпиаде в Москве. И рядом стоит Сметов. У них даже спортивки одинаковые. Представляешь, синяя спортивка, слева от него стоит в красной спортивке соперник, и справа от него стоит в белой спортивке. Один в один, как у Ушкемпирова, так и у Ильдоса Сметова. Оба с Джамбула. В чем прикол? Я когда сидел после победы Сметова на интервью, говорил про это. Вот по моему мнению, что Ильдос Сметов сегодня стал наравне с этим Ушкемпировым. То есть, ну, таким же гигантом стал, да? Да, прикинь, вот начали сравнивать, фотографии прям так крутая история. Я так не близко знаю Сметова, но при этом очень рад за него, очень рад, что у нас в Казахстане есть такой борец. Ну, Раки, если ты проведешь в Таразе, брат, я более чем уверен, что Ильдос придет как почетный гость. Ну, у меня есть братик один, и Айбек Имашев, вот они все вместе боролись. Ильдос Сметов, Айбек Имашев. А вот Сахтал, да? Да. Он сейчас вице-президент федерации. Да, я знаю. Думаю, так что Ильдоса Сметова привести в ту или иную регион проблем не будет, наверное. Айбек решит. Постарается. Ну, брат, мой друг, я сделал все, что смог, короче, чтобы в Тарас затянуть на ИСУ, короче, ты видишь. Друг, давай я скажу, друг пока объявлять не будем, чтобы... Мы обязательно приедем. Все. Но тебе в этом году? Но ему нужно сперва сюда приехать, а потом мы туда поедем. Друзья, переговорить, как говорится. Всем спасибо, что смотрели на SDI подкаст. Выходим к вам каждую неделю в разных составе, но всегда с интересными новостями. Ждем вас и следующий понедельник. Не забывайте подписываться на социальные сети Лиги Найза. Это YouTube-канал, на котором вы это сейчас смотрите. Это и наш Instagram, и наш TikTok. Не забывайте, что у нас есть еще и сайт Найза ТВ, где можно смотреть прямые трансляции турниров. Подписывайтесь на личный Instagram Нурбек Карабала, на личный Instagram Сула, наш боец KZ. Всем спасибо и всем пока. Я достар жазылуды ұмытпаңыздар. Я Вестник ММА, наш боец Нурбек Карабала, одан басқа осы жерде отырған YouTube арнамызға міндетті түрде жазылып, бізге лайк, дизлайк басып, және комментарийлеріңізді жазып кетіңіздер. Біз үшін ол өте маңызды, сізге қиын емес. Ассаламу алейкум. Аривидерчи. Бизнес сегодня – это напряженные звонки, документы, отчеты и бесконечные встречи. Хватит тонуть в рутине и постоянном контроле. Доброе утро, коллеги. Давайте. Дарлин – решение всех ваших забот в одном месте. От документа оборота до заключения миллионных контрактов. Дарлин – это твой цифровой офис. Управляй бизнесом из любой точки мира.